Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Премьер-министр Али Асадов подписал постановление, согласно которому 28 марта с 6 утра был разрешен въезд на территорию Азербайджана и выезд из страны всех иностранных граждан, а также лиц без гражданства воздушным транспортом. Чрезвычайный полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмуналиев в Тбилиси встретился с заместителем министра культуры, спорта и молодежи Грузии Ираклием Гивиашвили. Обсудили вопросы сотрудничества, в частности, возможность постановки спектакля в Тбилиси по мотивам одного из произведений великого писателя Чингиза Айтматова в год его 95-летия. В Бишкеке в посольстве Азербайджана был организован праздник в честь Навруз-Байрамы. На приеме присутствовали официальные лица Министерства иностранных дел Кыргызской республики, послы и представители посольств таких стран, как Турция, Венгрия, Туркменистан и Узбекистан, неправительственные организации и представители СМИ. Выступая со вступительной речью на мероприятии, посол Азербайджанской республики в Кыргызской республике Латиф Гандилов сказал, что Навруз – национальный праздник азербайджанского народа, идущий из глубины истории. Посол Латиф Гандилов отметил, что Навруз является историческим и традиционным праздником не только Азербайджана, но и всех тюркских народов, и что он сохранился до наших дней, несмотря на исторические трудности. На приеме был показан видеофильм об истории Навруза в Азербайджане, его значении и значении для азербайджанского народа. Была подчеркнута решимость лидера-основателя Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева, обеспечить официальное празднование Навруза в Азербайджане. Приглашенные на мероприятие подчеркнули важность стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном. Аскар Айтматов, сын известного писателя Чингиза Айтматова, заявил, что лидеры двух стран вышли на новый уровень с взаимными визитами в прошлом году. Посольство Азербайджана, как и прежде, в этот раз принимало у себя торжества по случаю праздника Навруз. Участники приема пожелали Азербайджанской республике и азербайджанскому народу мира, развития в новом году. На приеме, организованном посольством Азербайджана в Бишкеке, была подчеркнута важность не только Навруза, но и общей культуры и ценностей. Говорили о том, что можно сделать для укрепления единства и солидарности тюркских народов. Завершился прием исполнением народных тюркских песен. Я искренне желаю азербайджанскому народу мира, счастья, успехов, и чтобы Новый год по нашему восточному исчислению, который начинается с 21 марта, со дня Навруза, принес в этом году азербайджанскому народу самых-самых лучших успехов. Уважаемые азербайджанцы, вас от души поздравляю вас с наступающим Рамаданом. Желаю вам крепких здоровья, чтобы азербайджанский народ С патриотом тюркского мира Мазахиром Гасановым посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмуналиев посадили аллею дружбы Кыргызстан-Азербайджан в санатории Зенгезур в Исмаилинском районе. Аллея Дружбы, да. дружбы Азербайджан, Кыргызстан. Иншаллах, в этом году 30 лет установления дипломатических отношений между братскими народами, которые на самом деле веками, тысячелетиями были всегда вместе, имеют общие исторические, культурные, генетические корни, ментальные корни. Вот, поэтому это такое символическое мероприятие. В честь 30-летия установления дипотношений сегодня посадим 30 кедров, которые прибыли, вот Мазахир Малим, прямо с родины тюрков. Это Алтай. Это алтайский горный кедр. Район Каракокша, да, Каракокша. Вот из Алтая, территория. Да, и гуси тоже подтвердили. Да, я надеюсь, что это, да, спасибо большое. Я надеюсь, что продолжение вот нашей дети здесь, да, и продолжим. Это будет вечная наша дружба, наше братство. И будем вместе все, да. И будет государство Туран, это состоящий из нас, из братьев наших. Вот я так читаю, будет так. Спасибо. Да, Аллах, чтобы все услышали, чтобы все выросло хорошо, это будет памятная аллея. Пусть всегда Так будет, всегда будет мир, да, мир, и будем сажать деревья. на нашей земле. Да. Да. Самое лучшее занятие — это сажать деревья. Сажать деревья. Спасибо. Так, теперь Снимай. смотрите, Да. это вот, я так понимаю, север там. Да. Значит, эта часть, по всей видимости, Да. теперь давай, Чингис. Чингис долго. Чингисхан.
вот здесь. Телеканал CBC, Азербайджан и медиахолдинг Кыргызстана «Пирамида» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере телевещания. Документ подразумевает двустороннее взаимодействие по самым разным вопросам, обмен техническим опытом, а также предоставление телевизионной аудитории актуальной и качественной информации. Согласно меморандуму о сотрудничестве, CBC Азербайджан и телерадиокомпания Кыргызстана назначат уполномоченные лица по содействию сотрудничеству и для проведения совместных мероприятий. Мы будем взаимодействовать друг к другу в информационном поле, не только обменом информации, а также обменом опыта. Будем размещать два канала контента со стороны Азербайджана, который готовится в CBS, и наш контент Кыргызстана будет «Пирамида» размещаться на телеканале CBS. Я надеюсь, что эти меморандумы, которые сегодняшние подписаны, будет взаимодействовать в культурных мероприятиях, а также взаимодействовать в информационном поле. Я надеюсь, мы будем еще сотрудничать не только в телевизионном формате и в формате социальных сетей. Сейчас очень важно это YouTube, Instagram, также Facebook. Сотрудничество возможно не только в телевизионной сфере. Оба медиахолдинга имеют собственные радиочастоты, так что обмен аудиоконтентом тоже перспективен. 24 часа, да. У нас, опять говорю, в основном информационные выпуски, то, что происходит в Азербайджане, то, что происходит в мире, связанное с Азербайджаном, вот в таком контексте у нас как бы вещание. У нас тоже есть радио «Пирамида». Мы можем как раз сотрудничать. Например, у нас, кстати, иногда звучат кыргызские песни даже, да. То есть тюркскому миру как бы мы придаем. Мы можем кыргызско-азербайджанские джинглы написать, то есть совместно сделать джингл кыргызско-азербайджанский, то есть инструментальные Азербайджана и наши кыргызские. И пускать у нас, то есть ваше будет у нас запускать, а наши мы будем у вас запускать. CBC – информационный международный спутниковый телеканал Азербайджана. Он ведет круглосуточное вещание и охватывает широкую территорию. От европейской части России до полуострова Индостан, от Балканского полуострова до восточной границы Китая. У нас экономика и спортивные новости, да, здесь много у нас в основном у нас как бы ставится актуально. Иногда сколько возглавляем, чтобы там совсем не загружать. Не будем мешать. Удачи вам. Подписав меморандум с таким гигантом, как CBC, телеканал «Пирамида» открыл двери в огромное медиапространство не только себе, но и всему Кыргызстану. Новости из нашей страны теперь доступны многомиллионной иностранной аудитории. Это важный момент и ключевой момент в истории развития телеканала CBC. И я надеюсь, что и в истории развития телеканала «Пирамида». Это не только сотрудничество между двумя телеканалами, но это и сотрудничество между двумя странами, которые имеют общие исторические и культурные корни. Я надеюсь, что подписание этого меморандума обеспечит нам обмен как культурным контентом, так и тем контентом, который интересен нашим телезрителям как в Кыргызстане, так и в Азербайджане. Все это будет способствовать тому, чтобы еще лучше друг друга понимать, еще лучше друг друга знать, чего мы были лишены в прошлые времена, в силу некоторых исторических обстоятельств. Но теперь, не хочу звучать громко, но благодаря этому сотрудничеству мы будем еще ближе с кыргызским народом. На данный момент «Пирамида» – первый и пока единственный кыргызстанский телеканал, который вещает за пределами страны. К слову, с 1 декабря прошлого года азербайджанская аудитория получила возможность смотреть нас через спутниковое телевидение КТВ-1.
Рабочий визит генерального директора телеканала «Пирамида» Доурунбека Адаханова в Азербайджан был очень интересным и насыщенным. Первая встреча состоялась в посольстве Кыргызстана в Азербайджане. Посол Кайрат Осмоналиев принял Доурунбека Адаханова в резиденции посольства и проинформировал о работе, проделанной между двумя странами, и о том, что открытие представительства телеканала «Пирамида» в Азербайджане является важным событием. В то же время было отмечено, что вещание телеканала «Пирамида», ведущей компании кабельного телевидения Азербайджана, телевидением КТВ-1 в поселках и селах, окружающих город Баку и окружающие его населенные пункты с 4 миллионами жителями, имеет большое значение. Конечно, такой вид вещания подразумевает получение обширной информации об Азербайджане и Кыргызстане. Благодаря непосредственной поддержке и деятельности посольства, вещание телеканала «Пирамида» по кабелю в Баку и близлежащих жилых районах считается прогрессом и успехом. Руководитель телеканала «Пирамида» Доурунбек Адаханов поблагодарил посла Кайрата Осмоналиева и выразил признательность за его поддержку. Затем Доурунбек Адаханов вручил подарки послу. Следующая встреча состоялась на телеканале CBC, который вещает только на русском языке. Генеральный директор канала Вюгар Халилов тепло встретил посла Кыргызстана и гендиректора Доурунбека Адаханова и отметил, что приветствует предложение о сотрудничестве. Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев рассказал о целях визита и о целях встречи и пожелал сторонам удачи. Вюгар Халилов, глава телеканала CBC, отметил, что рад встрече со зрителями Центральной Азии через телеканал «Пирамида» и заявил, что совместное вещание позитивно повлияет на общее единство. Генеральный директор телеканала «Пирамида» Доурунбек Адаханов в своем выступлении отметил, что через работу двух телеканалов начинается новый этап сотрудничества и пожелал коллеге удачи. Подписан меморандум о сотрудничестве. Стороны в целях создания благоприятных условий для установления партнерских связей и развития сотрудничества в сфере телевидения и журналистики выразили намерение о совместной работе. Также на канале CBC будет транслироваться телепрограмма «Мост дружбы» «Дослуг Купрусу», бренд «Медиа Тюркел», проект тюркских народов. Два крупных телеканала Кыргызстана и Азербайджана сегодня подписали меморандум о сотрудничестве. Мы будем взаимодействовать друг другу в информационном поле, не только обменом информации, а также обменом опыта. Будем размещать два канала контента со стороны Азербайджана, который готовится CBS, и наш контент Кыргызстана будет «Пирамида» размещаться на телеканале CBS. Я надеюсь, что эти меморандумы, которые сегодняшние подписаны, будет взаимодействовать в культурных мероприятиях, а также взаимодействовать в информационном поле. Я надеюсь, мы будем еще сотрудничать не только в телевизионном формате и в формате социальных сетей. Сейчас очень важно это YouTube, Instagram, также Facebook. В этом направлении это сотрудничество будет вести в двух компаниях. Далее гости познакомились с телеканалом и работой радиовещания.
Очередная встреча была в торговом представительстве Кыргызстана и пресс-центре, который находится в офисе «Пирамиды» в Баку. Зафар Бей, он непосредственно сам продвигает эту идею. Он посетил Кыргызстан в октябре прошлого года, когда был государственный визит Ильхама Гейдаровича в Кыргызстан. Он посетил с группой бизнесменов, они познакомились с крупными производителями, подписали 5 меморандумов о сотрудничестве. Они сейчас все в работе, в процессе. Значит, с этой стороны идет поиск партнеров для Азербайджана. Вот, торговая палата, она рассматривается как площадка для налаживания именно бизнес-сотрудничества. И в этой связи, конечно, Зафар Бей, он сам на свои, так сказать, по своей инициативе, на свои средства это все организовывает, предоставлен этот офис, он как шоурум, в данном случае, видите, несколько таких вариантов кыргызской продукции. Но это только начало, надо правильно понимать. Сейчас идет анализ потребностей, анализ, импорта, экспорта с этой и с той стороны. Проводятся встречи здесь непосредственно. Несколько встреч было. Недавно была встреча с альянсом бизнесменов азербайджанских, которые создают вместе с турецкими бизнесменами и узбекскими. И предложено, открыть офис, у них офис открыт и в Турции, и в Азербайджане, и в Узбекистане, открыть такой же офис и в Кыргызстане. Мы сейчас над этим вопросом прорабатываем, потому что у них есть интерес, это очень большая ассоциация. Вот эти встречи как раз организует наш друг посольства Зафар Бей. Он же нам оказывает содействие в тех встречах, которые проводятся на высоком уровне. Буквально в августе состоялось 4-е заседание межправительственной комиссии во главе заместителем председателя кабинета министром Торобаевым. Тогда как раз состоялось и знакомство, и, соответственно, были определены взаимные точки интересов. Потом недавно буквально был, опять-таки, рабочий визит во главе заместителем председателя Кабмина Бахатом Торобаевым в рамках участия в саммите контактной группы движения неприсоединения. Также были проведены встречи тоже на базе торговой палаты, которую тоже организовал наш друг Зафар Бей. Организовал, там были встречи именно с бизнесом, с заместителем председателя кабинета министров, который непосредственно отвечает за реальный сектор, который знает, какие, так сказать, есть потребности. Также присутствовал директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики Умбриэль Тимиралиев, тоже который принял участие, тоже встречался с бизнесменами, отвечал на вопросы, которые связаны с инвестициями, потому что азербайджанский бизнес, он уже хочет определенные гарантии для продвижения своего бизнеса. Есть такой интерес, и буквально эта площадка, в данном случае здесь офис торговой палаты, это место встреч, где встречаются бизнесмены, обсуждают, какие вопросы. На начальном этапе, как я уже сказал, идет анализ. Во-вторых, собираются провести, некоторые отдельно хотят проехать бизнесмены там встречу, но мы договорились, это в ходе встречи с вице-премьером Азербайджана, господин Ахмедов, он встречался со своим визави, господином Торобаевым, они определили, что по предложению директора Национального агентства по инвестициям, что в июне будет в Бишкеке или на Искуле, скорее всего, будет большой бизнес-форум, инвестиционный форум. Мы его организуем с китайскими партнерами, и Азербайджан тоже присоединяется. То есть это будет такой кыргызско-азербайджано-китайский, кыргызско-китайско-азербайджан такой бизнес-форум, там будет встречи B2B. И мы сейчас работаем
над тем, чтобы были какие-то заключены договора, там, контракты, потому что мы период узнавания друг друга, так сказать, букетно-конфетный период, мы уже, я надеюсь, мы его проходим. Дальше уже есть этот интерес. Почему? Потому что у нас, мы, во-первых, страны, которые не так далеко друг от друга находятся, всего лишь 3 часа самолетом, летом, но открываются очень хорошие логистические возможности. Кстати, по логистике тоже здесь встречи были, потому что открывается перспектива Китай. Китай – это железная дорога через Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, дальше Баку, через Каспий, дальше Поти. Баку становится таким хорошим хабом, имеет большие перспективы. Но скоро министр транспорта, кстати, приедет в связи там именно по вопросам логистики. Ожидаем, что где-то в начале апреля прибудет. Поэтому движение идет, и я хотел бы, пользуясь случаем, выразить благодарность нашему другу Зафар Бею за ту поддержку, которую он оказывает. Здесь он также предоставил абсолютно на безвозмездной основе из дружеских, значит, побуждений, предоставил возможность работать и корпункту пирамиды. Значит, здесь вот созданы эти возможности. И еще хотел подчеркнуть, что Зафар Бей оказал помощь, значит, пострадавшим в Баткене в сентябре. Это вторжение со стороны нашего южного соседа, оказал серьезную, значит, помощь. И, конечно, это просто подчеркивает, что здесь мы, значит, наши отношения строим на основе таких братских взаимоотношений, не тех, которые там конъюнктурные или сиюминутные, а вот такие, которые основываются на наших общих корнях, общности культуры, языка, значит, нашей истории. Вот. Я думаю, что у нас есть история, есть настоящее, есть наше совместное будущее. Руководитель торгового представительства Кыргызстана, генеральный директор строительной компании Зафарин Шаат Зафар Мамедов. Добро пожаловать! Каждый посетитель из Кыргызстана в нашем офисе очень дорог нам. Мы намерены постоянно расширять свою деятельность. И в этом мы надеемся на помощь и поддержку телеканала «Пирамида». Среди нас много известных бизнесменов. Их намерение наладить свой бизнес в Кыргызстане. Для того, чтобы они были известны в вашей стране, было бы неплохо, если вы подготовите отдельные передачи о каждом из них и покажете на телеканале «Пирамида», чтобы о них было известно и в вашей стране. Благодаря этому взаимные связи в бизнесе будут расширяться. Поздравляю своих кыргызстанских коллег с праздником Навруз. Надеюсь, мы скоро соберемся и укрепим наше сотрудничество. Мы посетили кабельный канал КТВ-1 с генеральным директором телеканала «Пирамида». По поручению главы телеканала Самира Гурбанова прошел ряд двусторонних встреч. Произошел широкий обмен мнениями и идеями для сотрудничества. Было принято решение расширить охват телеканала «Пирамида» в Азербайджане другими дочерними подразделениями КТВ-1. Кроме того, с удовольствием было принято предложение генерального директора Ислама Багирова о выделении места для видеоматериалов телеканала «Пирамида» на канале новостей и культуры TMB в Турции и трансляции программы «Мост дружбы» на весь мир через этот телеканал. Таким образом, программы телеканала «Пирамида» будут одновременно транслироваться через телеканал TMB в Турции. Делегация осмотрела самые посещаемые места и достопримечательности Баку. Одной из самых интересных и запоминающихся встреч стал вечер, проведенный с нашим 90-летним отцом. Наш отец Аббас направил телезрителям телеканала «Пирамида» добрые пожелания. Дорунбек Адаханов, в свою очередь, подарил ему кыргызский колпак. Мы решили подготовить беседу с отцом Аббасом для телеканала «Пирамида». 34-35 лет. Спасибо. Вот это вам. Да? Yes. Отлично, отлично. Отлично. Большая благодарность. Спасибо. Я очень рад. Саул.
Всегда здоровы. Спасибо. Kırgızistan halkını çok severim. Kırgızistan halkı koy her şey olsun, yaxşı olsun. Hata baladan da uzak olsun. Amin. Ha. Şimdi her şey onların adamlarını görende yahut onlar bizi görende o her şey öpsün, gülsün, yüreği açılsın. Hayrına darışılsın. Çok ne kadar desek hadden artık sevincimiz var. Ona göre de söz bile çetin gelir demeye. Nasıl bu kadar? Seni tebrik ederim. Yine Novruz bayramı. Başa koymuşam ben bu papağı. Kırgız halkının milli baba. güzel adeti, ananası var. Onlardan biri de bak bu papaktı. O papağı giyinenler, papağı getirenler, papağı alkışlayanlar hepsi sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Amin. В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялось праздничное мероприятие по случаю Навруз-Байрам. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Узбекистане, Азербайджанского культурного центра, деятели культур, лауреаты искусства Узбекистана, местные азербайджанцы, преподаватели и студенты вузов Ташкента, а также журналисты. На выставке «С весенним дыханием Навруз», организованной в фойе Азербайджанского культурного центра, были представлены фотографии, отражающие праздник Навруз, загадочную природу Азербайджана, а также публикации о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, экономических реформах президента Азербайджана Ильхама Алиева и сувениры о национальной культуре. Участники отведали праздничные хунчу Навруза, байрам, сладости, шакирбуру, пахлаву. Прежде всего, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, поздравивший участников мероприятия с праздником Навруз, отметил, что празднование Навруза в Азербайджане, Узбекистане, а также и в странах тюркского мира объединяют наши общие языки, религию, родословную, культуру, традиции, общие
празднике. Он отметил, что расширяющиеся дипломатические отношения между нашими странами положительно сказываются на отношениях между двумя братскими народами. Исполнительный директор Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан профессор Эркин Нуриддинов, поздравляя с Новрузом, который является общей ценностью обоих братских народов, подчеркнул, что совместное празднование этого национального праздника является еще одним наглядным доказательством того, что насколько близко мы имеем исторические и культурные корни. После выступлений был показан фильм, отражающий традиции празднования Новруза в Азербайджане. В художественной части мероприятия участники ансамбля танца «Азербайджан» Кызлары имени заслуженной артистки Кайкеп Алиевой при Азербайджанском культурном центре представили национальные танцы о весне. Затем азербайджанские и узбекские песни были исполнены азербайджанскими исполнителями Вахидом Алиевым и Фатимой Искендеровой, а также лауреатом международных премий Сарвинос Камаловой. В Баку была сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана Эльза Ханым Сейджахан, которая исполнила песню «Кыргыз Джири». Она является почетным членом Союза композиторов Кыргызстана. Один из следующих программ Мосдружбы посвятим деятельности Эльзы Ханым.